Национализм. Разжигание межнациональной розни. За это дело осудили на 4 года колонии нашего национального героя Фаиля Асымова. Он националист, он экстремист. Он боролся за башкирский язык, за башкирские земли. Благодаря ему мы отстояли наши священные горы Куштау. Благодаря ему мы смогли прекратить золотодобычу в наших башкирских деревнях. Именно во время народного схода в защиту башкирской земли он и произнес те слова, что приезжие золотодобытчики выкопают земли, разгребут деньги и уедут в свои родные края. А мы не сможем никуда уехать. Нам здесь жить. Это наш дом. И эти слова легли в основу его уголовного дела. Подробно вы можете в интернете посмотреть. И мы, башкиры, встали в защиту своего героя. Башкиры вышли на улицы. Но мало кто понимает, что Фаиль был лишь триггером. Суд над ним был последней точкой кипения. Ведь в наших сердцах кипело давно. А что кипело? Почему кипело? Русский национализм. Именно эта причина. Каждый башкир чувствовал это. Ущемление. Мы живем в своей родной земле, в Башкортостане, но нас, башкир, на каждом шагу ущемляют. Именно по национальному признаку. Башкиренок, черный, понаехавший с аулов и т.д. Задевают наши сердца, когда в нашей родной земле нам указывают: говори на русском. А некоторых на работе заставляют говорить на русском. Или увольняют по национальному признаку. В башкирских школах директоров башкир увольняют. Сажают на их место русских. Целенаправленно. Во многих аспектах жизни каждый башкир это ощущает. Ущемление. А почему такое происходит? Потому что правительство видит только один народ. Русских. Пропаганда со всех щелей говорит нам: мы русские. В Украину отправляет башкир пачками умирать под лозунгом «мы русские». Денацифицирует Украину. Но мы же не русские. Мы башкиры. Со своей тысячелетней историей, культурой, традициями, языком. Со своей землей, в конце концов. Которую и защищал Фаиль. Выступая в экологических сходах. И каждый башкир чувствует историческую духовную привязанность к этой земле. Поэтому народ всегда выходил на такие акции. На Куштау, например. И вот эту последнюю надежду на сохранение языка, культуры, истории земли власть хочет убрать. Последнего башкира, который выступал за эти ценности, хочет посадить. Но вы должны знать, мы в душе воины. Посадите одного башкира, восстанет другой. Меня зовут Алтынай Валитов. Я башкир. Из обычной башкирской деревни. Артист. Пишу башкирские патриотические песни. Есть свои слушатели. У меня есть тоже семья. Родные, друзья, близкие. И недавно купил дом в ипотеку. И ремонт сделали. Заехали. Есть заказ на выступление. И все хорошо. Не нуждаюсь. Я бы промолчал сейчас. Но в душе горит. Горит за этот произвол. Почему русские в Уфе ходят со словами «Россия для русских», их не сажают? А башкира, который выступает в защиту своего народа, на своей земле сажают. Почему? Потому что мы национальное меньшинство. Им на всю страну кричать: мы русские, можно, а нам на своей земле нельзя. Где справедливость? И мы должны схавать этот произвол. Мы схаваем. И через 100 лет башкирский народ с тысячелетней историей исчезнет. Я не готов мириться с этим. Мы, башкиры, не готовы. Я боюсь, да, я боюсь. Я сижу и плачу. Боюсь за свою жизнь сейчас. Но не знаю,
что со мной сделают эти российские управленцы, националисты. Но Аллах дал мне язык, дал грамотно излагать свои мысли, какие-то ораторские качества, может. А главное, дал башкирский рух. И если мне это дано, значит, неспроста. И в этот тяжелый момент для своего народа я не могу молчать. Я беру ответственность в свои руки и обращаюсь к башкирам, и не только, а всей многонациональной стране. Нашим братьям, татарам, бурятам, чеченцам, тувинцам, дагестанцам, калмыкам, якутам, марийцам, удмуртам, алтайцам, всем, кого еще не перечислил. Собирайтесь, выходите к зданиям администрации ваших городов. Первая республика в России была башкирская, и в дальнейшем и другие народы создали свои республики. Это был символ многонациональной России. Сейчас последнего башкира, который защищал этот символ, посадят. Это и есть конец многонациональной страны. Обращаясь к русским, мы не против вас. У вас прекрасный язык, на котором я и сейчас говорю. Культура, история и свои традиции. Мы уважаем это и готовы жить с вами бок о бок, как мы уже живем несколько веков. Готовы сражаться с вами и защищать свою страну. Но страна ведь не только русская. Она многонациональная. Мы россияне, но мы марийцы, татары, башкиры, чеченцы и так и далее. Пожалуйста, дайте нам быть собой. У нас ведь тоже есть язык, культура, история, и мы готовы их отстаивать. Поэтому всех национальностей, кто также думает, призываю выйти к зданиям администрации своего города 19 января в 10:00 с требованием свободы в правах национальных меньшинств в России, с требованием права избирать самим из народа глав республик и регионов, а не ставить засланного казака сверху, который делит народ на своих и чужих. Мы не только русские. Мы многонациональный народ России. И мы хотим, чтобы закон был одинаков ко всем. Свободу Фаилю Алсынову, свободу национальным меньшинствам.